Выборы в Гагаузии завершились, глава автономии избрана. Депутаты в Народное собрание Гагаузии сформированы. Теперь остается только наблюдать, насколько плодотворной будет работа между исполнительной и законодательной властями. Председатель Центральной избирательной комиссии Гагаузии Валентин Кара отмечает, что выборы в Гагаузии прошли без каких-либо нарушений. Были, кроме выборов главы Гагаузии, также проходили частичные выборы депутатов Народного собрания Гагаузии. Значит, у нас по двум округам: номер 28 – это село Кангас, и номер 22 – это село Гайдары. Что касается в целом этой избирательной кампании по частичным выборам, она проходила достаточно спокойно. У нас конкретно по выборам депутатов Народного собрания не было ни одной жалобы. Было предпоследнее заседание Центральной избирательной комиссии, так как на последнем заседании мы будем утверждать отчет, который я буду зачитывать перед депутатами Народного собрания Гагаузии. Кроме утверждения отчета на последнем своем заседании, Центральная избирательная комиссия планирует представить на рассмотрение депутатам Народного собрания некоторые изменения в законодательство по выборам, которые, по мнению членов ЦИКа, призваны облегчить процедуру голосования в Гагаузии. Знаете, мы сталкивались с некоторыми рода проблемами касаемо, допустим, списков избирателей, касаемо, к примеру, подписных листов, касаемо дня тишины и ряда других. И все эти моменты мы хотим с коллегами описать и внести свои, скажем так, предложения. После избрания Башкана Гагаузии и 2 депутатов в Народное собрание законодательный орган автономии заработает в более активной и продуктивной форме, отмечает заместитель председателя Народного собрания Александр Тарнавский. Народное собрание в контексте того, что избран глава Гагаузии, после инаугурации мы уверены, что начнется работа, начнется сотрудничество, потому что есть несколько законодательных инициатив, проявленных Народным собранием Гагаузии, но в связи со сменой руководства исполнительной власти они пока остались нерассмотренными. Поэтому мы очень надеемся, что очень скоро эта работа интенсифицируется, и мы начнем заниматься законотворческой работой, а, соответственно, исполнительная власть исполнением тех принятых нормативных актов, которые мы будем утверждать. Инаугурация новоизбранного Башкана автономии Ирины Влах состоится совсем скоро. Она назначена на 15 апреля. Инаугурация пройдет не совсем в обычной обстановке, как это было принято традиционно в Доме культуры. Впервые инаугурация Башкана пройдет под открытым небом на центральной площади столицы автономии, где участие могут принять все желающие граждане Гагаузии.